Всем добрый вечер. Сегодня у нас совместно с Центром кино и добро пожаловать на фестиваль «Амин». Уже второй, в 2020 году состоялся второй, к сожалению, онлайн. Хотелось бы, чтобы в следующем году он был, конечно, офлайн, так как я сегодня поняла одну вещь, что для вас, именно аниматоров, лучше всего пообщаться, наверное, и проводить такие мастер-классы офлайн, видеть друг друга, потому что у всех есть очень много вопросов. И сегодняшний мастер-класс будет вести Сангирым Жахина с темой анимация. Сейчас. Извиняюсь. Дистрибьюция – основной инструмент для продвижения бренда. Вам слово. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые участники фестиваля. Очень рада здесь присутствовать. Я надеюсь, информация будет полезной. И спасибо еще раз за возможность рассказать про нашу работу. То есть я руковожу отделом дистрибуции и закупа в корпорации «Казахстан». Вы сами, наверное, знаете, что у нас несколько телеканалов. Сам Казахстан, Бай ТВ появился новый культурно-познавательный телеканал «Балапан», Каспорт и 14 региональных телеканалов. То есть на все эти телеканалы мы ведем закуп, также и занимаемся дистрибуцией собственного производства. То есть все, что производит корпорация, мы активно продаем за рубеж и на территории Казахстана тоже. Что касается анализа телерынка, мы с коллегами изучаем несколько главных факторов, что влияет на закуп и дистрибуцию, так как я уже проговорила, мы занимаемся и закупом, и дистрибуцией, мы можем с двух сторон оценивать ситуацию, посмотреть, что нужно закупщику, что нужно знать дистрибьюторам. Поэтому хочу рассказать про нашу работу в целом, да, в чем она состоит и что такое вообще дистрибуция. Вникая в статистику продаж с 2017 года, наша команда отдела дистрибуции реализовали контент собственного производства в Индонезию, Татарстан, Кыргызстан, Монголию, Китай, Белоруссию, Россию, Башкортостан и на другие телеканалы ВРК. Мы очень активно ведем переговоры со всеми странами, также выходим на посольства для совместной работы, мы расширяем географию. Плюс нужно отметить, что после создания дублированной версии, то есть мы закупаем иностранный контент, да, закупаем лицензионные права, мы дублируем, переводим на казахский язык, после дорожки остаются у нас. Мы являемся правообладателем, потому что мы создали эти дорожки. К нам очень часто обращаются те же правообладатели, продюсеры, производители с просьбой продать нам эти дорожки на казахском языке. Так они занимаются монетизацией на YouTube у себя на канале. Я предлагаю, допустим, рассмотреть такой же вариант для производителей Казахстана. Если мы продаем свой контент за рубеж, также запрашивать такие же дорожки на иностранном уже языке, создать свой канал на YouTube и также монетизировать. То есть это будет уже международный бренд, как, допустим, делают другие коллеги с разных стран. Хочу отметить также рост популярности онлайн-кинотеатров. В 2020 году мы подписали соглашение о размещении нашего контента на платформе Amazon и Viru, и ведем переговоры с Кинопоиском. То есть я думаю, это карантин все-таки повлиял, именно с марта месяца пошел такой бум запросов на платные платформы. В этом году мы также вышли на рынок США и Латинской Америки. Вы, наверное, видели, в газетах писали, также в Инстаграме писали, что это впервые. Допустим, анимация Парактар, Шужелер и Дала Уиндары, еще плюс 3 наименования сейчас в процессе перевода на испанский и английский языки. Они будут показаны в таких странах, как Пуэрто-Рико. Многие удивляются, конечно, этому факту, но мы сейчас ждем. Они в процессе дубляжа. Как только они продублируются, мы, конечно же, будем размещать на своих страницах. Вы сможете посмотреть, как анимация, которая была создана здесь, в Казахстане, заговорит на английском и на испанском языке. Находить клиентов, конечно, достаточно сложно при дистрибуции. То есть не все даже знают на мировом рынке, да, что Казахстан производит анимацию. Поэтому мы всегда в поисках новых платформ, где можно представить свой контент. И я наткнулась недавно на платформу, она называется Vuller, VUULR. Если позволите, я хотела бы продемонстрировать их веб-сайт.
Так. Идет демонстрация? Да, идет. Мгм. Вот так выглядит вот их сайт. Это ни в коем случае не реклама, я просто хочу поделиться бесплатными доступными платформами, где можно разместить свой контент, описать его, также находить, скажем, пути реализации. Вы можете зарегистрироваться и как байер, закупщик, и как дистрибьютор, либо как производитель. Вот, допустим, я от своего имени зарегистрировалась. Можете вот посмотреть как View as Seller, посмотреть как продавец, да, как производитель. Здесь выйдет ваша страница. Сюда, допустим, мы с командой загрузили, вот, как видите, Nomad Games, Талау Индара, да, Айдар, Айдахар, The Wooden Horse, Ертегілер әлемі, Сабит, Намсышлюжилер, то есть полностью здесь вся информация, можно будет кликнуть и посмотреть. В первую очередь это визуальный контакт. Любой продукт, который вы хотите реализовать, на дистрибуцию, представить на мировом рынке, вам нужно его оформить очень красиво, очень качественные постеры нужны и обязательно информация. Вот через такую платформу мы как раз-таки нашли вот эту компанию, которая выходит на Штаты и страны Латинской Америки. Так, вот, хотела с вами поделиться. Сейчас хочу вернуться в полный экран, но у меня что-то не получается. Все. На данной платформе, как я говорила, можно зарегистрироваться бесплатно. Только когда вы находите своего клиента, нужно будет с ним заключить там соглашение, там же идет и переписка, полностью это бесплатно. Продолжим тему дистрибуции. Вот главные критерии при закупе, на которые закупаемая компания обращает внимание в первую очередь, это вот оформление брошюры или каталога. Хочу вам показать, с какими каталогами мы посещаем кинорынки. Вот, допустим, каталог 2018 года корпорации «Казахстан». Здесь идет полная информация сериала, допустим, с синопсисом, сколько серий, хронометраж обязательно. На каком языке, есть ли скрипты, мы к этому чуть вернемся попозже, подробнее расскажу. То же самое здесь у нас есть и анимация. То есть ярко, красиво, подробно расписываем весь наш контент. Если это объемно, можно сделать также вот такие маленькие брошюры. Это вот, как скажем, такой карманный вариант, да, чтобы ваш клиент, ваш закупщик не забывал про вас. Вы просто в ходе встречи или после встречи отдаете с небольшим презентом. Это мировая практика, допустим, от компании мировой Fremantle, они также сделали вот такой большой каталог 19-20 года. Тут также все подробно, очень красочно расписывается. Это можно будет забрать, что мы и делаем. Допустим, мы посещаем телерынки, как Мипком, World Market, который проходит и в Москве, и в Алмате. Забираем каталоги, приносим в офис, обсуждаем с коллегами, что можно взять, как можно оформить наш каталог, допустим, да. Ну, это обмен опытом идет большинство. Так. Также хочу вам сказать, что нужно иметь свой веб-сайт. Это определенно, даже если у вас есть всего один проект, готовый, можете сделать и лендинг-пейдж, да, всего на одну страницу, но хорошо, если у вас будет веб-сайт с такой же информацией. Сейчас я вам покажу наш веб-сайт корпорации «Казахстан», где мы занимаемся только дистрибуцией. Вот так он выглядит, он сейчас в процессе разработки, то есть доработки. Мы немножко его освежаем, добавляем сюда новинки, то есть можно увидеть вкладку TV Series. Почему на английском? Потому что мы делаем акцент на зарубежные продажи. Тут все сериалы также, в том числе анимация for kids. Допустим, вот анимация «Парахтар». Если зайдете, тут есть абсолютно вся информация, и трейлер, и первый эпизод,
количество эпизодов, год производства, страна, и тут даже написали мы директора. Также контактная информация внизу. Вот. Если вам нужно, я могу скинуть ссылки, кому будет интересно поизучать более подробно. Второе, что очень важно, найти общие темы с закупщиком. Да, вы продаете свой контент, вам очень нужно дать закупщику раскрыться. То есть вам нужно узнать полностью, что нужно вашему клиенту. Также можете подготовить индивидуальные именные подарки в виде блокнота или брелочков. Мы даже свои кружки заказываем, чтобы напоминать всегда о себе, греть душу, так скажем. Также можно вам сделать такую форму, то есть вы встретились с вашим потенциальным клиентом, хотите реализовать свой контент, сделайте такую форму, где может быть максимально детально описаны потребности вашего клиента, то есть сколько у него слотов в программинге, если это телеканал, да, представитель какого-то телеканала, какая потребность в год, сколько анимаций нужно, сколько серий, какой хронометраж, какие у него финансовые возможности и готов ли он к сделке. Также все контактные данные нужно будет записать абсолютно. И после, допустим, резюмирования сделки, вот возвращаетесь, вам нужно будет написать письмо электронное после вашей встречи, сказать, вот у нас есть такой-то контент, мы хотим вам предложить, полностью описать всю информацию. Это называется рассылка писем. То есть обычно на кинорынках мы встречаемся, ведем переговоры. Переговоры могут быть встречи от 30 до 40 в день, по 30 минут. Это огромный поток информации. Поэтому обязательно после встречи надо написать письмо, как мы там проговорили встречи, как мы договорились, высылаю вам полный каталог там, со ссылками, с полным описанием, чтобы все это было красиво оформлено. Далее вы ведете переговоры. Допустим, на ваше письмо с рассылки ответили, да, мы заинтересованы в вашем проекте, расскажите подробнее. В переговорах вам нужно определить вид прав. То есть контент, он, как сказать, если на рынке простое слово взять как товар, да, то есть нужно определить, как вы будете его реализовывать, какие права у вас есть, какие права вы можете продать. У нас есть понятие основных прав. Основные права – это вот бесплатные ТВ-права, Free TV, это то, что мы смотрим по телевизору, да, бесплатно, доступно каждому клиенту, каждому зрителю абсолютно бесплатно. Есть Pay TV, это когда конечный пользователь должен будет оплатить за этот контент, за просмотр. Это обычно кабельщики, которые продают определенные пакеты. Есть права OTT, Over the Top, это передача контента через сети интернет. Некоторые даже предоставляют кетчап. Кетчап – это просмотр, отложенный просмотр, когда вы предоставляете права, где закупщик может выкладывать на своих платформах, зачастую это веб-сайты, на определенный срок. То есть вы определяете, производитель, на какой срок вы даете свой контент для просмотра. Там 7 дней, 10 дней или 14. Есть права VOD, это Video on Demand, видео по запросу. Обычно VOD – это интернет-платформы. Контент предоставляется по запросу, через подписку, оплату за просмотр или с внедренной уже рекламой. Вот исходя из этого можно определить еще несколько подпунктов VOD прав. Это SVOD, FVOD и AVOD. Я почему вам рассказываю? Потому что сейчас эти права наиболее популярны на рынке. Как я говорила, такой бум идет, рост данных платформ, поэтому могут к вам обратиться, если у вас есть готовый проект, вы хотите его продать. Есть ли у вас права на SVOD, допустим, да? Вот SVOD – это subscription, контент по подписке. То есть ваш контент предоставляется по подписке на ту или иную платформу. При данном виде прав вы сможете заработать дополнительно, указав в условиях вашей сделки, что, допустим, за каждую подписку вы будете делить доход 50 на 50. Есть FVOD, это Free VOD, это зачастую платформа YouTube, где за просмотр вам не нужно платить, не нужно будет подписываться, вы только кликаете и смотрите бесплатно данное видео.
Есть AVOD, это Advertising-Based Video on Demand, когда вам нужно будет обязательно просмотреть рекламу перед просмотром. То есть от этого тоже идет доход, и вы можете также обсудить с закупщиком возможность деления этого дохода. Если я вас не сильно загрузила, можно на данном этапе, да, остановиться и ответить на ваши вопросы, и дальше продолжим. Вы здесь? Да, я думаю, они все здесь, и они у нас хорошие слушатели. Вопросы Окей. вообще особо не задают. Хорошо, тогда продолжим. Просто не хочу занудствовать. А то можем бесконечно продолжать. Это наша любимая тема закупщиков и дистрибьюторов. Вот некоторые компании, допустим, комбинируют данные виды прав и таким образом зарабатывают очень хорошо, там за и подписку, и за просмотр берут, и в рекламу внедряют, поэтому присмотритесь к данному виду, как Иви, Кинопоиск, Netflix, PayTV. При ТВ обязательно нужно будет сотрудничать с большими телеканалами, это в первую очередь имидж, да, это ваше портфолио. То есть вы даже можете потом в будущем, в последующем говорить своим клиентам, вот мы продали в ту страну, на тот телеканал, мы поработали с тем-то, даже если стоимость будет совсем низкой. На самом деле стоимости такой фиксированной за анимацию нету на рынке. Все зависит от сложности, да, при создании 2D, 3D, вы сами лучше это знаете. Но при старте, когда вы хотите продать и продвигать свой бренд, нужно будет, конечно же, согласиться на определенные условия, которые у вас запрашивают. И самая важная часть, предоставите ли вы эксклюзивные или не эксклюзивные права. То есть разница здесь, когда вы предоставляете эксклюзивные права на определенную территорию, допустим, на территорию России. То есть на территории России больше никто не сможет показывать, кроме вашего контрагента. Если вы работаете с каким-то телеканалом, допустим, Россия, вы не сможете предложить тот же самый контент телеканалу там, ТНТ или РЕН-ТВ и так далее. Либо не эксклюзивные права, они обычно стоят намного дешевле, что значит, вы сможете на данной же территории предлагать еще нескольким компаниям, вы себя так не ограничиваете. И для начинающих, я думаю, в принципе, вам выбирать эксклюзивно или не эксклюзивно, смотря по обстоятельствам. Но как дистрибьютор нам, допустим, выгоднее продавать неэксклюзивные права, не закрывать эту территорию, оставлять ее открытой и дальше продвигать, предлагать наш контент. То есть проанализируем этап переговоров. Это первое — определение эксклюзивности прав, второе — определение видов прав, срок и количество показов. Что такое срок? То есть это лицензия, это разрешение на показ. Да? Любое разрешение у лицензии есть срок определенный, то есть год, на 2 года, полгода определяете вы сами также. По истечению срока лицензии уже у вашего контрагента не будет прав показывать данный контент. Если вдруг кто-то покажет после срока, это уже нарушение. Вы, конечно, сможете свои штрафы применить, санкции и так далее. Количество показов также определяется вами, то есть вы можете диктовать правила на рынке, потому что вы производитель. Если у вас есть свой контент, обычно на рынке в среднем от 2 до неограниченного количества показов дается лицензия. То есть мы берем на телеканал «Балапан» от 2 показов до неограниченного количества. Как закупщик нам, конечно, выгодно неограниченное количество показов. Но если вы хотите эксклюзивность сохранить контента, да, то можете, конечно, ограничить 2 или 3 показами, там, полгода, год, все зависит от ситуации. Также нужно определить территорию и языки, на какую территорию вы продаете. То есть обязательно прописать территорию страны, какие языки вы разрешаете. То есть на какие языки вы разрешаете свой контент дублировать, переводить. Обязательно пропишите, что после дубляжа вам нужно будет вернуть звуковые дорожки, там, даже если какая-то стоимость будет прописана, потому что для вашего же имиджа, для бренда вам нужно будет сохранить дорожки на других языках, вы будете дальше продвигать это как международный бренд. И пятое — условия оплаты. То есть на берегу, да, надо договариваться, какие финансовые возможности у закупщика,
это будет оплата 50/50 или 30/70, тоже будет исходить от ситуации. Вернемся к созданию контента. То есть есть такие нюансы, когда при создании вам нужно будет их учесть. Обязательно нужны будут скрипты. Если там есть у вас диалоги между характерами, обязательно скрипты с тайм-кодами, потому что вы будете продавать, и если это будет дублироваться и переводиться, вам нужно, у вас запросят скрипты. Второе — описание характеров, синопсис и сценарий. Это вот полный пакет, который у вас запросят при продаже. Третье — промо-материалы. Это постеры в редактируемом виде, исходники. Это нужно для того, чтобы при реализации вашего проекта за рубеж компания могла прописать название, переведенное, да, на местный язык, таким образом адаптировать его. Это будет очень хорошим большим плюсом. Четвертое, тоже очень важно, это разведенные звуковые дорожки. Это MNE треки, эффект, да, получается, что при переводе и дубляже вашего контента потребуются обязательно разведенные звуковые дорожки, потому что адаптированный, да, местный язык будет вставляться под EME дорожки. Если это синхронный дубляж, если это overvoice, то сверху будет начитываться. Но это прям must have. Мы сами сталкивались с такой проблемой при дистрибуции, при реализации вот анимации, допустим, если нету на определенный контент EME дорожек, то это все, это у нас весь процесс встает, та сторона не соглашается брать, потому что качество дубляжа сразу потеряется. И если в вашем контенте имеются музыкальные произведения, то нужны будут расписанные ноты, то есть если это нужно будет пропеть. Это прям обычно запрашивают большие мейджор-компании, как Disney, когда мы закупаем у них проекты, то мы пропеваем все песни абсолютно по нотам. Вот творческую часть мы разобрали, теперь перейдем к нюансам по юридической части. Как создатель АВП вы в первую очередь должны зарегистрировать право собственника, автора на данный контент. Это сказано в законе Республики Казахстан 10 июня 1996 года об авторском праве и смежных прав. Несмотря на то, что произведением понимается все, что создано непосредственно человеком, любые результаты его умственного и физического труда, хранятся будут оно только при условии, что имеет материальное воплощение. То есть это не должно быть проектом. Должен быть законченный контент полностью, и вы сможете обратиться в Министерство юстиции, запросить сертификат авторского права, потому что также при реализации, то есть вы в процессе переговоров обсудили все нюансы, да, как мы с вами, как я проговорила, то есть вид прав, территорию, лицензии и финансовые вопросы. И теперь у вас закупщик запросит документы, да, которые, наличие необходимых документов. Закупаемая компания запросит у вас сертификат о наличии прав, который вы сможете вот получить в министерстве, где указано, что все авторы, сценаристы, продюсер, композитор передают или отчуждают свои права вам. То есть вы являетесь единственным правообладателем. Это вот называется как чистота прав. Мы тоже как закупщик всегда проверяем. После того, как вы предоставили документы, они устроили вашего клиента, начинается процесс составления, согласования лицензионного договора. Это целый большой процесс, где вам понадобится опытный юрист. Там могут быть определенные риски спрятанные, запрятанные, чтобы вы сами себя обезопасили, и ваш контент обезопасили. Вот. После согласования, изучения договора подписываем, получаем оплату, соответственно, отправляем материалы. И следует также следить за качеством дубляжа, время от времени запрашивать там отчет о показах, рейтинг, долю. Конечно, всем будет интересно, да, создателям, как прошел их контент, успешно или нет, как он оценивается. И в качестве дополнения хочу вам рассказать о кинорынках. Да, что такое кинорынки? Это огромное просто мероприятие. Ну, есть и, конечно, поменьше кинорынки, но я расскажу про МИПКОМ. МИПКОМ проходит в Каннах, обычно в октябре. В этом году он проходит онлайн, не так эффективно, как офлайн, к сожалению. Но там около 2000 участников с разных стран. Да. Сейчас я вам покажу, допустим, их веб-сайт, где можно будет все это дополнительно изучить.
Sorry. Вот, ежегодная выставка Медком. Здесь регистрируются, и обычно, когда он проходит оффлайн, компании приезжают со своими стендами, огромными постерами, начинаются встречи, как я говорила, по 30-40 встреч каждый день, они длятся по 30 минут. Мы новые компании, способы работы совместной, как дальше реализовать свой контент и как дистрибьютор, и как закупщик. Вам можно будет туда зарегистрироваться и прямо в поискове искать, допустим, ваших потенциальных клиентов, общаться с ними, отправлять всю необходимую информацию. Есть рынок поменьше, World Content Market, он проходит в Москве и в Алмате уже 3-й год, в этом году тоже офлайн проводится, там также можно будет участвовать со стендом, надеюсь, когда пандемия закончится. Если нет, конечно, офлайн. То же самое в поисковике, найти своего клиента, предложить свой контент, начать переговоры. Я вам рассказала вроде все детально про нашу работу. Есть ли у вас вопросы? Если есть дополнительные вопросы. Спасибо большое, было очень интересно и познавательно. Вообще эта тема, конечно, очень обширная и сложная. То, что вы описали, да, наверное, это верхушка айсберга, так сказать. Да, верно. Да, вот. Вы знаете, я хотела спросить, вот когда вы продаете права, допустим, да, на показ нашей отечественной анимации или там кинофильмов и так далее, вообще есть спрос, да, со стороны там, я знаю, что есть очень большой такой рынок, да, как рынок дарам. Это вот Азиатско-Тихоокеанский регион, где вот эти все дорамы, они очень супер популярные и имеют там большой спрос, как бы. Есть ли у нас в Казахстане такой контент, который можно было бы туда продавать? Спасибо. Как дорамы. Спасибо за вопрос. У нас есть, да, свои сериалы, допустим, которые активно продаются, но именно касательно анимации, она прям уникальна тем, что анимацию смотрит во всем мире везде. Да, менталитет может отличаться, поэтому мы не можем там ставить тоже, не покупаем латиноамериканские какие-то сериалы по соображению менталитета. А вот анимация, она везде обучающая, яркая, красочная, и потребность она есть. И, как я говорила, вот мы продали и в Кыргызстан, и в Монголию, и в Индонезию, и в Россию. Сейчас вот работаем в США, что очень для нас такая радостная новость большая, что Латинская Америка тоже будет показывать нашу анимацию. Поэтому это прям уникальный контент. Если касательно сериалов рассказывать, то сериалы, да, они популярны, но в странах СНГ, я бы сказала, потому что схожи по менталитету, и им удобно переводить там, с казахского на узбекский, киргизский, на русский. Мы предоставляем все материалы для перевода. Вот. И в страны, да, Азии тоже. Скорее мы пока не работали, мы работали только на основе бартера, то есть обмена контентом, да, вот, а вот реализация продажи, мы еще над этим работаем. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот немного не поняла по поводу вот момент про бартер. Можете чуть-чуть подробнее рассказать? Ну, бартер идет безвозмездно, да, то есть это не коммерческая деятельность, мы не имеем какую-то денежную выгоду, мы только обмениваемся контентом. Допустим, мы предоставляем 2 сериала и берем у компании, у контрагента таких же 2 сериала или похожий контент, равносильный, так скажем, и заключается бартерное соглашение без передвижения денежных средств, там,
без коммерческой деятельности. Это делается чисто для сотрудничества, когда две компании хотят поработать совместно, хотят извлечь какую-то выгоду. Контент — это тоже выгода, особенно для телеканала, да, эфирное время нужно всегда заполнять, и если тем более это востребованный, качественный контент, почему бы и нет. Мы так работаем на бартере с ТРТ, допустим, с телеканалом «Мир» сейчас отрабатываем вопрос, с Узбекистаном на переговорах. То есть это для поддержки имиджа. Понятно. А как это часто происходит? Как часто? Ну, довольно-таки часто. У нас бывают еще меморандумы между большими телеканалами, корпорациями, да, по обмену именно контента. То есть это очень выгодно для обоих сторон. Как я говорила, эфир нужно заполнять и той стороне, и нам, если все подходит. Мы с удовольствием работаем, сотрудничаем. Также есть договоры на безвозмездной основе, да, то есть начинающие компании могут обратиться к нам и попросить прокатать, показать их фильм или сериал, или там ту же самую анимацию на безвозмездной основе. Это значит, никакого дохода не будет, но для их имиджа это очень важно. То есть тоже для портфолио можно, да, там был показ такой большой корпорации, как Казахстан. Мы такие варианты тоже рассматриваем. Скажите, Да, пожалуйста, а спасибо. как вы... Ой, извиняюсь. А как вы осуществляете закуп контента для телеканала «Казахстан», там вообще для корпорации, да, «Казахстан»? Как это вообще происходит у вас? Ну, во-первых, мы делаем закуп, исходя из сетки программирования, да, программной службой составляется сетка программным директором, какие есть линейки, да, линейки — это вот все, что мы видим в нашей программе, ежедневной, еженедельной, там, сериал, допустим, после этого новости, там, анимация, затем художественный фильм. Сколько, допустим, художественных фильмов нужно нам в год? То есть мы потребность смотрим годичную. Сколько серий из этого сериала нам нужно закупиться? Составляется общая потребность. И начинается интересный процесс поиска правообладателей. Если нам понравился какой-то фильм, допустим, мы же все киноманы, там сериалы смотрим, то мы начинаем искать правообладателя, у кого данные права именно на нашу территорию, на Казахстан, кто их держит, переговариваем, также обсуждаем условия. Если мы не можем найти эту компанию, этот контент, то мы уже ездим на мировые рынки, как Мидком, ATF, Дубай есть еще маркет. То есть там выставляются, да, все компании, они показывают свои каталоги, презентуют свои сериалы, фильмы, там мы находим эти компании. Также ведем переговоры, потом заключаем лицензионное соглашение и отдаем затем на дубляж, это все дублируется, это очень большой объемный процесс, и вы видите уже итоговые конечные продукты в эфире телеканала. Спасибо, очень интересно. Добрый вечер. Добрый. Насколько... Здравствуйте. Все очень так четко, ясно. Спасибо вам за информацию. Подскажите такой вопрос. Ну вот по вашему опыту, вот вы сейчас озвучили несколько, я не знаю, как назвать, да, где можно купить эти форматы, Мипком, вот вы говорите. В основном, по вашему опыту, это все-таки, наверное, крупные компании, которые продают форматы, покупают их, или все-таки встречались такие небольшие компании, там, у которых всего лишь один проект, которые могут предложить что-то одно, да? Такие тоже есть? Или все-таки это большие компании, Спасибо. которые продают и покупают? Если именно вас интересует вопрос по форматам, да, это обычно большие компании, потому что это там просто огромная работа, да, вы сами знаете. Но маленькие компании тоже присутствуют, потому что это все зависит от идей и как вы преподнесете. То есть если есть у вас определенные связи, или вы их налаживаете, знакомитесь, выставляетесь на этих рынках, продвигаете активно, то есть вы можете именно этот контент как бренд уже продвигать, если он даже у вас всего лишь один. Все зависит от вашей идеи. Если она уникальна, интересна, то определенно будет интерес.
Значит, думаю, все-таки у небольшой компании есть шанс выйти на мировой рынок, продавать и что-то предлагать, да, да, даже если это абсолютно, там абсолютно. какая-то Даже было частная. такое, да, было такое, что, допустим, мы не можем вот именно найти определенный там документальный фильм и интересуемся, у кого это есть определенная тематика, да, и этим может заниматься вот незнакомая компания, совершенно небольшая, вот, зато есть у них уникальный контент. Это все дело в уникальности. Мгм. Спасибо. Спасибо. То есть я правильно поняла, что компании, которые, допустим, сами что-то производят, что-то вот какой-то один имеет уникальный продукт, они могут выйти на этот рынок и предложить свою работу, несмотря на то, что как бы они, ну, не корпорации, не какие-то там крупные бизнесы и так далее. Да, у них нету таких рамок. То есть, если у вас юридически все в порядке, вы зарегистрированы как компания, занимаетесь деятельностью дистрибуторской, у вас есть каталог, у вас есть веб-сайт, то есть все оформление, вы продвигаете себя, свой контент как бренд, то вы можете принять участие, отправить заявку, попросить, либо заниматься, вот как я проговорила, рассылкой, найти определенных своих клиентов. Это можно также найти в базе данных рынков. Это вот World Content, допустим, да, московский, он небольшой, но очень эффективный. По опыту я знаю, несколько раз там была, хоть там было очень мало участников, но каждый участник, у него свой был определенный контент, очень хорошие пакеты, очень хорошие каталоги, поэтому было полезно. Я думаю, как для начала нужно будет начинать таких с небольших рынков. Допустим, даже вот в ноябре у нас будет Астана Media Week, да? Зарегистрироваться туда, почему нет? Заполнить все на веб-сайте, также всю информацию предоставить, и там можно будет найти ваших, для начала, новых клиентов. Спасибо, очень понятно, и вы прям четко все так говорите. Спасибо, Зоря. Так, Галамат пишет, да, в чате было много информации, но никак не мог сохранить видео, у меня много вопросов. Можете в чат написать, если у вас есть еще вопросы. Можете с нами связаться, мы всегда рады предоставить любую информацию, проконсультировать. В принципе, все эти мастер-классы будут у нас на YouTube-канале Центра кино, поэтому вы можете их просматривать в любое удобное вам время. Так. Еще есть у кого какие-либо вопросы? Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. У меня такой вопрос к вам есть. Я, наверное, немножко издалека зайду. Вы, наверное, знаете, что многие из аниматоров начинают свою деятельность на различных источниках типа фриланс-бирж, Quark, Fiverr и так далее. Вот. Многие сделки заключаются на этих биржах. Так вот, у меня такой вопрос. Как соблюдается выполнение всех этих вот моментов, связанных с законом, во время совершения купли-продажи? То есть один гражданин-аниматор с одной стороны заключает сделку с, допустим, с американцем или с русским. Но по каким-то причинам, вне зависимости от того, что тех задание было описано при совершении сделки, одна из сторон нарушила свои обязательства. Как вообще законом это все регулируется? Можете ответить? Все на самом деле регулируется в вашем соглашении, как вы прописываете условия, да, в вашем соглашении. Я правильно вас поняла? Спецификация, да, то есть техописание, тех задания. Да. Угу. Тех задания, которые вам задают, и вы, допустим, что-то сделали там немножко по-другому.
Нет, здесь немножко нет. Здесь вопрос в другом, что я уже, допустим, работу сдал, например, или на моем месте другой аниматор. Ага. Но по каким-то причинам условия в дальнейшем были не соблюдены. Я не знаю, там, нарушение договора, опять же, о том, что вы сказали, что может заключать эксклюзивное соглашение или не Да, все эксклюзивное. хорошо, я вас поняла. Вот, да. Мгм. Сделка совершена между гражданами разных Мгм. стран, и как это все регулируется? Есть ли какой-то орган уполномоченный, либо здесь такие вот проволочки из закона? На самом деле есть, допустим, по финансовой части, да, регулируется конвенцией международной Мгм. Гаагской, это вот по поводу налогообложения. То есть там ставка налога определяется, сколько вы чистыми получаете доход и так далее. По другим вопросам вы все расписываете в лицензионном соглашении, абсолютно каждое нарушение. Там, в случае нарушения сроков поставки, от поставщика идет, допустим, штраф или пеня, там 20% от стоимости, от суммы договора, то есть есть такие условия. Что касается общего законодательства, то здесь есть два варианта. Либо прописывается законодательство в той стране, где было заключено оно, да, если вы, как говорите, оба граждане США, допустим, что будет применено в США. Но если вы, допустим, с Казахстана или с России и работаете в США, то здесь нет никакого международного соглашения, здесь идет по соглашению сторон. То есть может быть прописан любой город, может быть даже Лондон прописан и прописано по законодательству UK. То есть как вам удобно. Здесь можно, конечно, и прописать Казахстан, как мы часто очень просим в наших лицензионных соглашениях прописывать, что данное соглашение и любые споры будут решаться по законодательству Казахстана, потому что нам так удобно. То есть как вам удобно, допустим, вы можете также Российская Федерация, США или даже, говорю, UK. Мгм. Примерно понятно. Я ответила на ваш вопрос? Да, да, да. Угу, Чё-то есть. хорошо, отлично. А можно еще один вопрос задать? Конечно. К примеру, вот при продаже, скажем, сценария за рубеж, то в данном случае, если, допустим, сценарист находится в Казахстане, а там покупатель за рубежом, то права должны быть казахстанские, да, или права должны быть те, которые вот, ну, имеется в виду, тех людей, которые покупают. То есть урегулирование как бы на законодательном уровне, это в какой стране должно происходить? Но если вы продаете, это уже называется отчуждение. Вы как автор-сценарист, то есть по законодательству РК есть 5 авторов, куда входит и сценарист. Если вы написали сценарий, вы уже являетесь автором, идет полностью отчуждение прав. То есть если вы продаете отчуждение, это значит после продажи вы не имеете никакого права использовать этот сценарий и дальше его как-то реализовывать. Вы полностью отчуждаете его и отдаете. И получаете только свой доход. Вот, это делается примерно вот так. То есть получаю только гонорар, и все, больше дальше я на, как бы, на какие-либо доходы с фильма не имею права, да? Но это все зависит индивидуально. Обычно вот когда при продаже сценария это идет отчуждение. Но если вы договариваетесь, допустим, оставляете какие-то свои авторские права, это все зависит от вашей сделки. Может быть такое, что у вас будет стопроцентный гонорар, вы просто написали и отдали. А может быть такое, что гонорара у вас нету, но вы имеете какой-то процент, там 3 или 5% от дохода от реализации данного фильма. Тогда вас и будут включать в субъект. Ну, то есть авторское право будет сохранено. Все ясно, спасибо. Спасибо. А вот есть у нас в Казахстане люди, которые занимаются вот консультированием по поводу вот продажи, да, или, может быть, помогают при заключении договора там и так далее? Да, обязательно вам нужен будет грамотный юрист по лицензионным международным соглашениям. Я думаю, такие люди есть, которые предоставляют свои услуги. Мгм. Хорошо, спасибо. Мгм.
Есть ли еще вопросы? В чате вроде больше вопросов нет. Да. Уважаемые участники, еще есть вопросы? Ну, тогда, думаю, можно и завершить, да, наш мастер-класс, тем более пятница. Да. Спасибо всем участникам. Сангер, вам огромное спасибо, очень информативно, доступно. Информация максимально обширная, объемная, но прям очень профессионально все рассказали. Я думаю, ребята тоже довольны. Да, спасибо большое. Было все интересно, Очень продуктивная встреча продуктивная была. конференция прошла. Спасибо. Спасибо организаторам фестиваля за такой продуктивный, интересный день. Было очень полезно и интересно. А Санкерим, большое спасибо. Такой вот лаконичный у нас был ответ, имеется в виду. Все так очень четко, ясно, без воды. Да, сразу видно профессионал своего дела. Спасибо. Полностью согласна с вами. Всё, спасибо большое, удачи всем. Все, да, всем хороших выходных. Ждем вас еще завтра всех на наших очередных мастер-классах, которые пройдут с часу до 7 вечера. Также. Так что до завтра. Спасибо большое, Сангер, еще раз. Хорошего вечера всем. До свидания. Хорошего.